В сфере общественного питания задействованы граждане Кыргызской республики, ведущие малый и средний бизнес, большая часть которых матери-одиночки, самостоятельно решившие добиться хорошей жизни для своих детей. С момента введения карантинных мер, то есть 20 марта, их деятельность ограничена. Причем эту сферу деятельности закрыли в первую очередь, а это уже больше 5 месяцев. Чтобы открыть этот бизнес, конечно, очень большие суммы вложила. Часть денег тоже брала в кредит. Я сама являюсь мать-одиночкой, воспитываю 2 детей. И в последнее время, как вы все знаете, что число именно мать-одиночка, это число таких людей растет. И несмотря в какое время, какой бы кризис ни был, эти женщины сами идут, бегут, находят пути решения. Для них остаются непонятными причины такого отношения. При том, что кафе, рестораны, точки общественного питания на улице, базары, маршрутки работают в полноценном режиме. А также ночные клубы, которые, несмотря на запреты и ограничения, работают до утра. На базарах творится полная антисанитария. Люди давно ходят без масок, в маршрутках ездит большое количество людей друг на друге. Работники сетуют о том, почему правительство предоставляет возможность зарабатывать всем сферам деятельности, кроме фудкортов. Почему нашу сферу считают более опаснее, чем другие общественные места, как базары, общественный транспорт, который работает в обычном режиме, кафе, летние площадки. Почему фудкорты не считают точкой общественного питания, когда все общественные точки питания работают, а фудкорты не работают? Почему? Мы хотим узнать. На наши вопросы в городском штабе ответили, что это не в их компетенции, и просили обратиться в республиканский штаб. К сожалению, нашей съемочной группе не удалось связаться с республиканским штабом в силу того, что они недоступны для комментариев. Вы поймите правильно, фудкорты и выдача разрешений, особенно постпандемическая ситуация, занимается республиканский штаб. Мэрия всего лишь исполнитель, да, мы городской штаб, мы приводим в исполнение решения республиканского штаба. Мы же не можем просто так, это же не наш каприз. Поэтому будет логичнее, если вы запросите республиканский штаб об этом. Дотации и помощи от государства работники не получали. Не были предоставлены компенсации или льготы, как в других странах. Лекарства они были вынуждены приобретать сами. Других источников дохода у большинства нет. Долги растут в геометрической прогрессии. Финансовое состояние многих работников плачевное. Если мы сидим без работы, значит у нас не будет денег. Правильно? На что-то же надо жить. Ладно, есть люди, которые могут себе позволить себе, как я, не работать какое-то время. Все равно. Рано или поздно деньги заканчиваются. А есть люди, которые сидят на кредитах, занимали деньги в банке, занимали деньги у друзей, родственников. О них тоже надо думать. Арендаторы просят войти в положение и предоставить им возможность работать, так как ситуация более или менее стабилизировалась. Заболевших все меньше. Арендаторы отметили, что всего на фудкортах торговых центров Азия Молл и Вефа работает 650 сотрудников на различных позициях. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.